Витаю, белорусы, меня зовут Макс Моррисон, и это главные новости на Радио 97. Мы встречаемся с вами каждый день. Спасибо всем, кто смотрит это видео. Напоминаю, если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Радио 97, если вы этого еще не сделали. А также отдельная благодарность всем, кто поддерживает радио финансово через спонсорство на YouTube, Patreon и Boosty, или через донаты. Каждый раз, когда вы смотрите видео от Радио 97, где-то плачет один пособник режима, а может быть и сам диктатор. А сейчас переходим к важным событиям за 2 октября. Новости. Диктаторский режим вновь дискредитирует себя сам. Помните историю с задержанием и арестом журналистки Тутбай Катерины Борисевич за то, что она делала свою работу, освещая историю с убийством Романа Бондаренко? Похожая ситуация разворачивается и сейчас. Вчера, 2 октября, стало известно о задержании журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси Геннадия Можейко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил правозащитный центр «Весна». По информации правозащитников, это произошло 1 октября в Москве. На данный момент журналист находится на Окрестино. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что редакция не может связаться с Геннадием Можейко. Позже в телеграм-канале «Комсомольской правды» подтвердили задержание Геннадия. Сообщается, что днем 1 октября в квартире по месту жительства журналиста прошел обыск. По словам матери Геннадия, Ирины, обыск проводили сотрудники КГБ. Он длился около 2,5 часов. В постановлении на обыск были указаны 2 статьи Уголовного кодекса: статья 130, часть 3 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и 369 «Оскорбление представителя власти». Обыск проводили около 7 человек. Также вместе с ними были 2 понятых. Сотрудники сказали, что это люди, которых встретили на улице, рассказала Ирина. Изъяли флеш-накопители, наклейки и значки 2001 года. Геннадия во время обыска дома не было. По словам главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, Можейко задерживали в Москве и вывезли 1 октября. Мать Геннадия узнала о задержании сына в ночь на 2 октября. Ей позвонили и сказали, что сын находится в изоляторе на Окрестино в Минске. По словам Сунгоркина, задержание журналиста его издания – это, цитата, «неадекватная реакция». Еще несколько дней назад мы считали, что происходит какое-то затянувшееся недоразумение, но сейчас я думаю, что все, что происходит с «Комсомольской правды», это произвол. Чем он вызван, я не понимаю. Это неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку. Там буквально несколько слов одноклассницы преступника, что в школе он был очень хорошим парнем, и что с ним случилось, она не понимает. И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт «Комсомольской правды» в Беларуси заблокирован, высказался Сунгоркин. Напомним, имя Геннадия Можейко было указано под статьей, в которой знакомая погибшего Андрея Зельцера положительно о нем отозвалась. Пропагандистские СМИ Лукашенко раскритиковали комсомолку за эту публикацию, а сайт издания заблокировали. По словам главного редактора, «Комсомольская правда» намерена защищать своего корреспондента и свой сайт, который заблокировали в Беларуси. Издание в понедельник направит в Минск своего сотрудника-спецпредставителя. И в такой ситуации хочется спросить у Дмитрия Пескова, который еще пару дней назад сделал вид, что ему якобы важна свобода слова в Беларуси. Или это не нарушает принципы свободы СМИ? Новости. Мигранты продолжают попытки незаконно проникнуть в Евросоюз из Беларуси через Польшу и Литву. Пограничные службы 2 стран сообщили последние данные в период с 1 на 2 октября. Сотрудники пограничной службы Польши задержали 29 мигрантов, 23 иракца, 3 иранца, 2 ангольца и гражданина Конго. Также были задержаны 5 иностранцев, которые оказывали помощь в пересечении границы. Из них 2 украинца, 2 сирийца и гражданин Молдовы. Всего на белорусско-польской границе в первый день октября зафиксировали, внимание, 601 попытку незаконного перехода. К слову, заместитель министра Федерального министерства по делам перемещения и миграции Карим Нури 2 октября заявил, что иракское правительство будет работать над возвращением домой иракских мигрантов, которые в настоящее время застряли на границе между Литвой и Белоруссией. По его словам, сейчас на границе находится 275 иракских граждан, в их числе 14 семей,
которые размещены в 29 лагерях для беженцев. Он отметил, что министерство пристально следит за условиями их содержания, а также поможет в добровольной репатриации. Напомним, миграционный кризис начался на фоне ухудшения отношений между Белоруссией и Литвой, Латвией и Польшей. В начале июля Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза, потому что из-за санкций у нас на это нет ни денег, ни сил. Что-то у Саши денег нет постоянно. Интересно, куда уходят карманные деньги, которые тебе Володя предоставляет? Где деньги, Александр? Новости. Инженера-конструктора Нафтана арестовали на 15 суток за фото с плакатом «Я, мы, Тутбай» в Инстаграм, сообщает правозащитный центр «Весна». 41-летний инженер-конструктор Александр Балонкин работает на заводе «Нафтан» и является заместителем председателя независимого профсоюза. Мужчину задержали 27 сентября на работе и составили на него протокол по статье 19.11 КоАП «Распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность». К материалам дела был приложен скриншот публикации, на котором мужчина стоит с плакатом «Я, мы, Тутбай». Александр Балонкин в суде не признал себя виновным и пытался выяснить, как милиция узнала, что эта страница в Инстаграм принадлежит ему. По словам мужчины, у него нет личной страницы. Несмотря на это, судья Зинаида Балаболова арестовала его на 15 суток за экстремистский логотип на фото в Инстаграм. Очень жаль, что в Беларуси честных и справедливых судей нет. Остались лишь одни Балаболовы. Новости. Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич рассказал о проекте Конституции, который планирует вынести на референдум. В ней будет ограничение числа президентских сроков. 2 срока по 5 лет. Пока не определен способ формирования Всебелорусского народного собрания, а также его полномочия. Возможную отмену смертной казни комиссия предложила вынести на отдельный референдум. Также Миклашевич порассуждал про однополые отношения и назвал их определенными наклонениями. По-моему, определенное наклонение – это то, как прогибаются чиновники перед диктатором на протяжении 27 лет в Беларуси. Также там, по словам Миклашевича, мы не швейцары, мы белорусы. Ага, вы не любите геев, вы любите вусы. Новости. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси, сказал Александр Лукашенко в интервью CNN, отвечая на вопрос, будет ли в стране второй президент. Клянусь тебе, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Уважаемые зрители, вы прослушали сказку «Как Саша не собирается быть президентом». Вот только мы, белорусы, слушаем эту сказку уже так долго на повторе, что успели выучить. Новости. 2 октября белорусы Литвы вышли на акцию солидарности с забастовочным движением в Беларуси. По словам организаторов акции, именно всеобщая забастовка является мирным и эффективным способом борьбы против преступного режима. Об этом в нашем репортаже. Сегодня белорусы Вильнюса вышли для того, чтобы поддержать акцию по подготовке к забастовке наших рабочих. Многие уже находятся в стачечных комитетах, а другие собираются к ним присоединиться. Мы видим, какой беспредел происходит в Беларуси последние дни, и только вместе мы сможем это остановить. В сложившейся обстановке нужно всяческими способами показывать этому режиму свое несогласие с тем, что они установили и что они делают в Беларуси. Я думаю, если мы сейчас подготовимся, и я еще раз повторяю, мы все не герои, но самое простое, что мы можем сделать, это остаться дома для того, чтобы сберечь себя, сберечь своих детей. Мы, так же, как и вы, выгнанные из этой страны, хотим вернуться домой, хотим жить в новой, процветающей Беларуси. Стачки быть! Стачки быть! Стачки быть! Стачки быть! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Новости. А сейчас рубрика «Новости одной строкой». Погранслужба Польши заявила, что минувшей ночью белорусский пограничник что-то бросал в их служебное авто. И это уже не первый такой инцидент, пишет Reform BY. В Витебске 1 октября в возрасте 69 лет умер журналист Константин Северинец, отец политзаключенного Павла Северинца, а также писательницы и учительницы Анны Северинец. О его смерти в своих соцсетях сообщила дочь Анна. Северинец был не только
только журналистом, но и писателем. Издал несколько поэтических книг для детей, был соавтором первой белорусской азбуки для iPod – буквар «Родная азбука». Новости. Это были главные новости за 2 октября. Спасибо за просмотр. Меня зовут Макс Моррисон, специально для Радио 97. Живе Беларусь!